أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Очень много споров среди мусульман насчет друзей Аллаха, насчет аулия, в чем только их не обвиняют, говорят, что такого в религии нету. Но, как мы видим, что если посмотрим на аяты Корана, то Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Аля аулия Аллах фаля хауфун алейхим ва ла хум яхзанун». Среди уверовавших есть такие люди, которым нету ни страха, ни печали, их оберегает Аллах. Они выстаивают молитвы, они постоянно поминают Аллаха, они постоянно стремятся завоевать доверие и любовь Аллаха. Это и называется вали в единственном числе, и в множественном числе называется аулия. И Аллах Субхану ва Тааля посредством этих своих приближенных, Он поднимает, раскрывает сердца других людей. Первыми аулия являлись сахабы, сподвижники пророка Мухаммада ﷺ. Кто бы из них ни был, они все являются аулия. Мухаммад ﷺ, он хабибуллах, он посланник Аллаха, он пророк. Такого состояния никто из смертных, живущих на земле, не может достичь. Не могут достичь и состояния сподвижников. Это самые близкие люди. Канзуль Гирфан, книги Мухаммад Асхат аль-Эрбили, в главе о аулия, о вали, о приближенных Аллаха, о друзьях Аллаха и их признаках, в этом хадисе говорится, что «Фил кулли карнин мин уммати сабикуна ва хумул будаляу ва сиддикуна бихим юскауна, бихим юрзакуна, бихим юдфагул баляу ган ахлил арды». То есть и в каждый определенный отрезок времени Аллах Субхану ва Тааля избирает среди уверовавших людей, среди своих рабов аль-будала ва сиддикин, то есть тех людей, которые мы называем аулия Аллах, приближенные Аллаха, его друзья, и за счет их дуа, за счет их молитв и мольбы Аллах Субхану ва Тааля не спосылает дождь, не спосылает достаток и оберегает всех остальных мусульман. Мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля очень приближает таких, ради Аллаху анхум ва раду ан, говорит он. Я доволен ими, я доволен этими людьми, и они довольны, что бы я ни спосылал, какую бы печаль, какое бы обременение я на них не насылал, они терпят и благодарят Аллаха. Юхиббухум ва юхиббунаху. Аллах Субхану ва Тааля полюбил их, и они любят Аллаха. Вот про этих людей и есть тот хадис, когда Аллах Субхану ва Тааля призывает Джабраиля, алейхиссалям, и говорит: «О, Джабраиль, я полюбил такого-то, такого-то, и моя любовь очень сильна к этому человеку, и приказываю тебе тоже полюбить его». Джабраиль, алейхиссалям, выходит на 7 сводов небес и возглашает: «О, обитатели небес!» Аллах Субхану ва Тааля, любовь Аллаха пала на такого-то, такого-то человека, такого-то, такого-то уверовавшего мусульманина. Мне тоже приказано, и вы тоже сейчас должны будете полюбить его. И любовь заполнит все 7 сводов небес, говорится в этом хадисе. И после этого, как вода стекает с крыши, любовь начинает стекать на землю, и все махлук, и все творения и создания Аллаха на земле тоже начинают любить этого человека. Любить как? Начинает стремиться к этому человеку, чтобы посидеть рядом с ним, услышать про Аллаха, потому что Мухаммад ﷺ говорит про таких людей в своем хадисе, что аулия Аллаха алладина ида ру'у зукир Аллах. Друзья Аллаха, они такие, если ты рядом с ними стоишь или сидишь, или находишься рядом с ними, то тебе постоянно хочется поминать Аллаха. Постоянно. И
Мухаммад саллаллаху говорит, что Аллах Субхану ва Тааля сам лично оберегает таких людей от всяких бед и всякой печали, говоря, что «Аба Аллаху ан яджгаля лил баля султанан галя бадани габдихи л-му'мин». Аллах Субхану ва Тааля оберегает, самолично оберегает от всякой печали и от всяких бед и страха сердце своего друга, вали, аулия, своих друзей, и не дает вселиться печали, горе и страху в сердце своего любимого, близкого аулия, о котором мы сказали изначально, когда приводится аят Корана. «Аля аулия Аллах, фала хауфун алейхим, вала хум яхзанун». То есть у Аллаха есть такие друзья, нету ни страха, ни печали, и Аллах Субхану ва Тааля оберегает их от всяких бед. И мы стараемся всегда достичь довольства Аллаха. С каждой своей молитвой, с каждой своей мольбой, с зикром, тасбихом, со своим поведением, адабом, ахлаком, со своим поведением в этом мире, со своей жизнью в семье, жизнью в обществе, мы стараемся достичь довольства и любви Аллаха. И стараемся стать такими же приближенными Его друзьями, которыми были тех, кого Он избрал. Но для этого что нужно? Для этого Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что наступит перед судным днем такое время, что знание уйдет из сердец людей. И все то, что они будут читать из Корана, будет только оставаться в их глотках и не опустятся на их сердца. То есть у них не будет искренности. Знание уничтожится. Знающие алимы будут преследоваться. Джахили, неграмотные, будут выступать как знающие алимы. И в это время вам предстоит увидеть очень много смут и фитн. Ни в коем случае не вступайте в эти смуты. Бегите от всякой смуты и фитн. Что же делать в это время, если нам придется дожить до этого времени, спрашивают сподвижники. Если вы увидите какого-то человека, который действительно постоянно напоминает Аллаха, из числа аулия Аллах, держитесь за подол его одежды и ни в коем случае не расставайтесь с ним. И посредством этого человека вы достигнете довольства Аллаха, потому что это будет аулия Аллах, который действительно приближенный Аллаха. И алямату абдали уммати аннахум ла ял'ануна шей'ан абадан. Ихние признаки абдалов, то есть абдал это приближенный из числа друзей Аллаха, достигших высшего духовного развития, и ихние признаки, ихние внешние признаки будут такими, что они никогда не будут проклинать ни одно творение Аллаха. Никогда они не будут ругать, никогда они не выразят недовольство по отношению к творениям Аллаха. Это будет для вас как бы внешний пример. И для таких людей, для аулия Аллах, Аллах Субхану ва Тааля скажет, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, «Якулу Аллаху лид-дунья ухдуми ман хадамани». То есть служи тому человеку, который служит мне. То есть служи моим друзьям, служи тем аулия Аллах, которые служат мне. Те духовные наставники, которые объединили в себе все знания, знания Корана, тафсиров, фикха, хадисов и духовные знания, и которые достигли высших степеней в своем развитии, которые действительно стали аулия Аллах и действительно, которые могут объяснить людям, как нужно просить у Аллаха, обращаться к нему с мольбой,
как нужно держать себя, то есть обучает адабу, потому что адаб – это основа ислама, как нужно поминать, совершать зикр Аллаху, и как нужно поклоняться, и как нужно жить в этом мире, и как нужно обращаться к другим себе подобным или к другим творениям Аллаха. Да воспримет Аллах наши мольбы и молитвы и поведет нас прямым путем, путем тех, которых облагодетельствовал, и уберег нас от пути тех, кого Он заблудил, и тех, на кого пал Его гнев. Раббана атина фид дунья хасанатау ва фил ахирати хасанатау ва кина азаб нар.